Я буду вещать сегодня по-русски. Aš šiandien Надеюсь, kalbėsiu меня rusiškai. поймут большинство гостей. Добрый вечер всем, добрый вечер, Вильнюс. Labas vakaras visiems, labas vakaras Vilniau. Большое спасибо за теплый прием здесь, в Вильнюсе. Didelis ačiū už šiltą priėmimą čia Vilniuje. Впервые я была здесь в июне 24 года. Pirmą kartą aš čia buvau 24 metų birželio mėnesį. И я сразу влюбилась в этот город. Iš karto įsimylėjau šitą miestą. У меня даже есть свидетель, у партнера, у которого я здесь была в гостях, она сегодня здесь, чему я очень рада, и она знает, как я полюбила в прошлый раз Вильнюс. Любовь с первого взгляда. Sako, turim gyvą įrodymą, kažkokia ponia čia sėdė, su kuria susitikus buvo mūsų meisterė, jinai čia sėdė, gali patvirtinti, kad taip ir yra. Сегодня я очень рада иметь возможность поделиться с вами своими мыслями, своим опытом. Aš labai džiaugiuosi, kad šiandien aš turiu galimybę pasidalinti su jumis savo mintimis ir savo patirtimi. Меня зовут Елена Нойман. Aš vadinuosi Jelena Neumann. В данный момент я нахожусь в ранге стармастера и вхожу в лидерский клуб Европы. Mano rangas šiuolaikinis yra dabartinis Starbuster ir priklausau, įeinu į Europos lyderių klubą. Что значит лидерский клуб? В лидерский клуб попадают участники Atomy, когда доход больше 100 000 евро в год. Чтобы понятно было, да? Kad būtų aišku, į lyderių klubą žmonės priimami papuola, kaip metinės pajamos siekia 100 000 eurų. Вы видите, это моя семья. У меня 4 взрослые дочери. Jūs galite matyti, tai yra mano šeima. Aš turiu 4 suaugusias dukteris. Каждая из них уже идет своим путем, успешные в своих профессиях, живут в разных городах и странах. Visos suaugusios, kiekviena eina savo pasirinktų keliu, gyvena atskirai, skirtingose miestuose, skirtingose šalyse. И с большой гордостью могу сказать, тоже у меня 4 внуков, вон они сидят, 4. Ir labai didžiuojus galiu pasakyti šio faktu, kad turiu 4 anūkus. 2 мальчика и 2 девочки. Две Старшей бернюка и 2 внучке уже 21 год. Vyriausia anūkė 21 metų. И старшая внучка уже закончила медицинское образование, работает в отрасли медицины. Vyriausioji jau pabaigus mokslus medicinos ir būtent dirba medicinos srityje. Второму внуку, старшему, ему 18 лет, и изучает языки, и тоже летает по странам, чтобы укрепить знания в испанском и в других языках. Vyriausių 18 metų, jisai važinėja po šalis, mokosi kalbų, ispanų kalbą, ispanskį, da? Испанский, да. Я продолжаю дальше. Переводить не надо. Хорошо. Изучает языки и в свободное время даже работает, проходит практику на предприятии своего дедушки. Toliau kalbant apie tą patį anūką, jau kad skraido mokosi kalbų mes pasakėm, ir laisvų nuo šitų veiklų metu atlieka praktiką savo senelio įmonėje. Выросла я в Казахстане, выучилась на учителя, работала педагогом когда-то давно-давно. Kažkada seniai aš užaugau Kazachstane ir pabaigiau ir atitinkamai dirbau pedagogų.
И 36 лет назад, в 1989 году, я всегда говорю, столько не живут, мы приняли одно из самых больших решений в нашей жизни. Мы эмигрировали в Германию. Ir prieš 36 metus, 1989 metais, mes priėmėme vieną svarbiausių savo gyvenime sprendimų. Su 3 mažais vaikais ir tik 3 lagaminais mes emigravome į Vokietiją. С 3 детьми и с 3 чемоданами решили начать новую жизнь. Būtent, kaip jau minėjau, su 3 lagaminais ir 3 vaikais nusprendėme pradėti naują gyvenimą. И были еще такие смелые, 4-го ребенка родили в Германии уже. Jo, pasirodė mažai, dar 4 pagimdėm Vokietijoje. Конечно, первые годы были непростые из-за языкового барьера. Я немецкий абсолютно не знала. Suprantama, pirmieji metai buvo sunkus dėl kalbos barjero, atvažiavus vokiečių kalbos aš nemokėjau visiškai. Поэтому вот из-за языкового барьера я не смогла работать по своей профессии и начала искать. Būtent šios problemos dėl kalbos barjero aš negalėjau dirbti pagal specialybę ir pradėjau ieškoti. Я смотрела на многих знакомых, которые сразу опускали руки. Многие, может, знают, что такое новый язык изучать. И я видела, как многие просто опускали руки и переставали искать и чего-то добиваться. Aš stebėjau aplinkoje pažįstamus žmonės, kaip jie susidūrė su panašia situacija, nemokėdami kalbos, prieš iššūkį mokintis naują kalbą, tiesiog nuleisdavo rankas. Но не я. Bet ne aš. Я нашла в себе смелость и просто пошла новым путем. Aš radau savyje jėgos ir tiesiog pradėjau eiti naujojų keliu. Выучилась на финансиста, финансового консультанта. Išmokau, įgijau naują specialybę finansinio konsultanto. Мне просто вовремя тогда попался очень хороший молодой человек, который научил меня, привлек, и я пошла за ним. Aš labai laiku sutikau laiku ir vietoj žmogų, kuris mane pritraukė, padrasino, palaikė ir aš, sakysim, pasiekiau jo arba jo patarimais. И вот больше 20 лет я работала независимым финансовым консультантом и маклером. Ir daugiau nei 20 metų aš dirbau nepriklausoma finansinė konsultantė ir maklerė. Я думала, я в этой профессии и на пенсию уйду, и буду работать долго-долго. Я была счастлива. Там это независимый бизнес, у меня свое дело было. Я не зависела от шефов, я была счастлива. Правда? Aš buvau labai laiminga, tai buvo nepriklausomas verslas ir aš galvojau, kad tiesiog ir pabaigsiu karjerą, būtent būdama konsultantė šitame versle. Но, как обычно, да, приходит вот эта вставочка, но я встретила на своем пути Ину Мрат. Bet, kaip tai kartais būna, aš savo kelyje sutikau Iną Mrat. Вернее, я ее знала уже, да, мы жили в одном городе, я ее знала, она была мой косметолог. И в один прекрасный день она пригласила меня в Atomy. Iš tikrųjų, aš ją ir pažinojau, jinai buvo mano kosmetologė, bet vieną gražią dieną būtent ji pakvietė mane į Atomy. В то время, я помню, я ей сказала, где косметика и где я. Puikiai pamenu tą momentą, tuo metu aš jai pasakiau, kur kosmetika, o kur aš. Но, как говорится, твой самый большой риск в жизни – это не рискнуть вовсе. Bet kaip sakoma, didžiausia rizika tavo gyvenime yra iš viso nebandyti rizikuoti. И тот, кто умеет мечтать, знает, что это такое. Мечта – это все. Это
жизнь. Ir tas, kas moka, kas sugeba svajot, puikiai žino, kad tavo gyvenime svajonė tai yra viskas. Я даже детям всегда говорила, идите за своей мечтой. Aš netgi visą laiką sakydavau savo vaikams, eikite paskui, siekite savo svajones. И хороший девиз «Осмелься, наконец, жить своей мечтой». Ir geras devizas išdrįs pagaliau gyventi savo svajone. Сейчас я даже говорю не мечта, а говорю цель. Мечта – это хорошо. Мечтать можно и лежа на диване, да? Dabar aš sakau netgi ne svajonė, o tikslas. Nes svajonė gerai, bet svajoti galima ir gulint ant sofkutės. Но у меня всегда так было, что моя мечта превращалась в цель, а цель – это движение. Bet mano gyvenime visą laiką tai būdavo, kad svajonė mano gyvenime tapdavo tikslu, o tikslas tai yra judėjimas pirmin. Вот и моя мечта, мой новый старт в жизни в итоге привел меня к Атоми. Taigi, mano svajonė, mano naujas startas gyvenime galų gale atvedė mane į Atomį. Это случилось чуть больше 4 лет назад. Tai įvyko truputį daugiau nei 4 metai, prieš 4 metus. И как я уже сказала, этим решением я благодарна своей подруге. Я ее знала уже несколько лет до этого. И Нимрат. И я всегда вспоминаю и говорю благодарственные слова ей за то, что она в этот момент вспомнила обо мне. Ir dar kartą vėlgi noriu prisiminti būtent savo draugę Iną Mrat, kuri atitinkamą momentu būtent mane pakvietė ir aš jai labai dėkinga. Она познакомила меня с миром Атоми и дала возможность, невероятную возможность начать новую жизнь. Kitai supažindino mane su Atomi ir suteikė man naują galimybę susipažinti ir dirbti su Atomi. Фотографии июнь 21 года. Fotografija 21 metų birželis. Так мы начали, такие мы счастливые были. Это было начало. Tai buvo pradžia, tada mes pradėjome ir buvome tokie laimingi. Кстати, тогда Атоми не было в Европе, у нас не было продуктов, у нас не было каталогов, у нас не было сайта. У нас была Корея, корейский язык, который мы переводили на русский. И это была идея. Идея, это была мечта, еще не пощупав и не понюхав даже ни один продукт. Tada nebuvo netgi Atomi Europoje, nebuvo produktų, nebuvo saito, nebuvo nieko. Ir mes turėjom verstis iš korėjiečių kalbos ir tai buvo pati pradžia. И все равно мы сделали вот этот смелый шаг, и я, продолжая работать маклером, дальше ведя свой бизнес, Атоми стала как бы моим хобби. Ir tada visgi žengiau šitą žingsnį, dar dirbdama maklerę ir pradėjau dirbti Atomi. Ir Atomi šalia maklerystės, finansų konsultavimo tapo kaip mano hobi. И вот представьте, больше 20 лет работая в финансовом бизнесе, было как-то немножко смешно, не то что смешно, как-то было непривычно рассказывать людям о продуктах, косметика. И я честно говорила, если я встречалась с людьми, я всегда говорила, я финансист. Но попробовав косметику корейскую, корейские продукты, витамины, шампунь, это была любовь навсегда. Ir pradirbus 20 metų, sakysim, kitą darbą, finansininko, pradžia buvo labai nejauku eiti, pristatinėti būtent produktus, bet aš pristatinėjau tos produktus, kuriais pati tikėjau ir tai. И в первую очередь, что меня зацепило в Атоми, это то, что здесь сочетается современная продвинутая технология с настоящей заботой о людях.
Ir tai dar kas man patiko būti šitoje kompanijoje, kad šitoje kompanijoje susitinka šiuolaikinės progresyvios technologijos su tikrąją geruoju požiūriu į žmonės. Мне понравилась философия компании и понравились именно люди, которые стоят за этими продуктами. Man patiko kompanijos filosofija ir man patiko būtent žmonės, kurie dirbo su šiais produktais. У меня и раньше было, вот как я финансистом вдруг стала, именно человек, который мне финансы произнес, преподнес так правильно, как они должны были бы преподнесены, я осталась в финансовом мире работать только благодаря этому человеку. Когда человек честный, настоящий, ты работаешь с удовольствием. Man ir anksčiau būtent pasisekė, prieš tampant finansistę ir einant į finansų pasaulį, būtent irgi sutikau labai gerą, sąžiningą žmogų, kuriuo patikėjau, kuris man viską atitinkamai pristatė ir vėlgi aš vien dėl to žmogaus pasinėriau finansus. И также, познакомившись с Atomy и узнав девиз компании «Абсолютное качество и абсолютная цена», это сказала все за себя. Ir pačioj pradžioj susipažinus, pradėjus reikalus ir susipažinus su Atomy kompanija, su jos devizu, absoliuti kokybė už absoliučią kainą, man irgi labai patiko ir tas devizas kalba pats už save. У Atomy есть четкая и простая цель – сделать здоровье и красоту доступными для каждого. Atomy turi labai paprastą tikslą – padaryti sveikatą ir grožį pasiekiamą kiekvienam. И именно это вдохновило меня и сподвигнуло меня идти вперед. Tai būtent tai mane įkvėpė ir paskatino eiti pirmin. И особенно, когда я первый раз познакомилась с такими людьми, как Таля и Мунгём, кто-то знает их уже лично. Ir kada aš pirmą kartą susipažinau su tokiais žmonėmis kaip Talia ir Mungyeom Kim, Это наши спонсоры tai из mūsų Кореи. sponsoriai, taip, kai kurie galbūt iš jūsų pažįsta juos. Они поразили меня своей сердечностью и открытостью. Jie nustebino mane savo atvirumu, nuoširdumu И вдохновили меня своими ценностями. ir įkvėpė pristatydami savo vertybės. Мунгём говорит, или Таля говорит про него, у Мунгёма такое сердце, он готов своим сердцем обнять весь мир. Kolegė Talia sako apie šitą kitą partnerį Gijomą, kad jis turi tokią širdį, kad šią širdimi jis galėtų apjuosti, apgauti visą pasaulį. Представляете, такие людьми приходят к нам твои спонсоры, твои наставники. Что может быть лучше? Įsivaizduokite, kas gali būti geriau, kaip tokie žmonės papuola tavo sponsoriai ir atveda tave į šitą biznį. И вот их страсть и убежденность дали мне опять смелость, 100% гарантию, что я на правильном пути. Jų įsitikinimas ir jų aistra dar kartą mane įtikino, kad aš esu teisingame kelyje. Многие из вас наверняка знают, да, это чувство проводить 40-50 часов в офисной работе. Daugelis iš jūsų žino, turbūt patyrė tokį jausmą, kada 40-50 valandų praleisti ofisiniam darbe. Отдаваясь на 100%, выполняя все, что от вас требуется, делать однообразные какие-то задачи, но получая совсем мало признания за свою работу. Išsikraunant 100%, darant viską, kas iš jūsų reikalaujama, bet gaunant labai mažai supratimo, pripažinimo, dėmesio. В Atomy же я открыла абсолютно совсем другой мир. Atomy aš suradau, prieš mane atsidarė visiškai kitas pasaulis. Я построила замечательную, огромную команду. Aš sukūriau didelę, nuostabią komandą.
в которую входит в настоящий момент 2 стар-мастера, į kurią šiuo metu įeina 2 Star Masteriai, конечно же, много шаронских роз, daug Sharon Rose lygio meistrų, диамантов. Один мой диамант, Юлия Самилов, сегодня со мной. diamantai, viena maišo. Yra šiandien su mumis. И все они создали свои сильные команды. Visi jie sukūrė savo nuosavas stiprias komandas. А в настоящий момент у меня вот в структуре, вот именно в моей команде, вроде кажется, это число не сильно такое большое, да? Но я помню, когда у меня было 3000 людей подо мной зарегистрированные, и я очень радовалась этому. Aš dabar nepasakysiu, kiek pas mane yra žmonių, bet dar taip neseniai, kai pas mane atsirado 3000 mano komandai žmonių, aš to labai džiaugiausi. Потому что кто внимательно наблюдал, когда Катара рассказывала про маркетинг-план, как функционирует, да, что именно люди, которых ты привлекаешь, которые делают закупки. Jeigu pasistebėjote, atkreipėte dėmesį Kotar pristatymę, kaip neaiškinu, per marketingo planą, kada люди, Накапливаются kada kaupiasi прилив, žmonės, kurie и за счет этого происходит именно накопление и оплата от фирмы Atomi. ir dėl tų žmonių ten užregistravimo dalyvavimo, tu uždirbi pinigus. На сегодняшний момент я вот сейчас еще посмотрела перед тем, как выйти выступить. Šiandien aš dar prieš išeidama čia į sceną pasižiūrėjau. В моей команде вот на сегодняшний момент сейчас 17 636 человек было. Mano komandoje 17 636 žmonės. Но вы понимаете, что не я одна их Bet зарегистрировала suprantate, всех. kad ne aš viena juos užregistravau visus. Вот это тот пункт, когда я поняла, что я не хочу больше заниматься финансами, а хочу себя полностью отдать Atomi. Я скажу сейчас почему. Tai ta vieta, kada aš supratau, kad aš nenoriu daugiau užsiiminėti finansais, būtent noriu pilnai pasišvęsti Atomi. Tuoj papasakosiu. Работая финансовым советником, у меня было где-то около 1000 клиентов. Kai aš dirbau finansinė konsultatė, aš turėjau apie 1000 klientų. И мне с каждым надо было работать. С Ir su каждым, kiekvienu aš да, turėjau dirbti. письма, разговоры, какие-то Лайшкой, дела покольбей. делать. И я понимала, что это потолок. Все, я получаю свои какие-то деньги, но это потолок, потому что больше клиентов я не могу больше брать. Ir aš supratau, kad tai yra lubos, nes laiką užima visi šitie klientai ir daugiau klientų aš negaliu paimti. Здесь же в Atomi ты не один. Мне не надо платить зарплату моим партнерам. Čia Atomi tu ne vienas. Man nereikia mokėti atlyginimą savo partneriams. Но они все развиваются, потому что всегда, запомните, бизнес начинается с меня. Партнеры заходят, его бизнес начинается с него. Bet jie vystosi, nes šis biznis prasideda nuo manęs, bet kaip užeina partneriai, jų biznis prasideda, jų verslas nuo jų. И чем больше партнеров придут к вам, тем успешнее будете вы вместе с вашими партнерами. Ir kuo daugiau partnerių ateis pas jūs po jumis, tuo sėkmingesniu būsite ir jūs kartu su jūsų partneriais. И вот благодаря Atomi у меня появилась возможность именно заниматься своим хобби. И самое любимое мое занятие было всегда ездить, летать, смотреть новые города. Ir dėka Atomi pagaliau atėjo laikas realizuoti savo hobį. Mano hobis buvo visą laiką keliauti, lankyti naujus miestus. Я раньше, если бы мне кто-нибудь сказал, я бы не поверила, что я
полечу в Корею. 14 часов лететь, с ума сойти. Jeigu man anksčiau būtų kas nors pasakęs, kad aš skrisiu į Koreją 14 valandų, aš nebūčiau patikėjus. Но я побывала в Корее не один раз, уже 3 раза. Bet aš jau 3 kartus aplankiau Koreją. У вас в Вильнюсе я вот 2-й раз уже. Pas jūs Vilniuje tik 2 kartą. И прилечу еще обязательно. Atvyksiu dar. И вот поразительно подумать, насколько вот сильной стала наша глобальная сеть, да? Партнеры по всему свету. Сегодня мне вот Юлия говорит: Лена, надо Мексика. Появились 6 партнеров в Мексике, которые интересуются бизнесом. Ir, Чемодан собираем на Мексику, готовимся. ir nuostabu, koks stiprus yra šitas globalus pasaulinis tinklas ir verslas. Va, pas mus atsirado 6 potencialūs klientai Meksikoje, kalbame su partnerė, renkam, pakuojam lagaminus, skrisim. Вы видите на первой фотографии, это наша команда, первый раз, когда мы полетели в Корею. И это было 22 год, ноябрь. Nuotrauka kairėje, 22 metai, lapkritis, kada mes pirmą kartą aplankėme Koreją. Это 3-й раз в этом году, в апреле 25 года, это когда уже я 3-й раз была в Корее. Kita nuotrauka jau 3 kartas šių metų balandis. Поверьте, обязательно надо в Корею всем. Patikėkit Диана, ты manim, была? visiems būtinai reikia pamatyti Koreją. Ты там получаешь такое вдохновение, когда посещаешь академию в Атоме. Это незабываемо. Kada aplankai Atomi akademiją, tu gauni tokį kvėpimą, tai tikrai yra neužmirštama. На той фотографии я с директором нашего европейского офиса, Гарри. Kairėje yra ponia Neumann su Europos ofiso direktorium. На этой фотографии рядом со мной справа стоит наша всеми любимая секси-леди. Секси-леди, так она сама про себя Так говорит. kaip ir vedu. Šito nuotrauko šalia mūsų visų mylima seksi ledi. Taip jinai sakė pati Ее звать save Ким vadina. Йон Сук. Мы ее очень любим. Она сейчас, кстати, вот была 3 дня назад, мы встречались с ней. Она была у нас в Дюссельдорфе на академии. Mes su ją neseniai buvom susitikę, prieš 3 dienas jinai buvo skridus pas mus į akademiją į Düsseldorfą, Vokietiją. Слева от меня стоит наш тоже прямой спонсор, наша всеми любимая Талечка, Таля. Iš kairės irgi mano sponsorius mūsų visą mylimą Talija. И нам повезло, что Таля, хоть она и кореянка и живет в Корее, замужем за местным корейцем, говорит по-русски. Ir mums pasisekė, nors jinai pati korėjietė ir ištekėjus už tikro korėjiečio ir gyveno Korėjoje, bet kalba rusiškai. Поэтому нам очень приятно с ней общаться. И, кстати, она же была в Вильнюсе у вас. Да, точно. Я вспоминаю, у меня не получилось туда приехать. Они были здесь. Jinai Да. buvo ir Vilniuje. Какие приятные люди, да? Вот кто их... Сердечные, очень приятные люди. Химахим. Нами всеми любимый продукт Химахим, который мне тоже помог в январе 22 года. Mūsų visų mylimas Hemochim produktas, kuris ir man asmeniškai irgi padėjo 22 metų sausio mėnesį. Когда я заболела короной и двухстороннее воспаление легких одновременно было. Kaip aš susirgau koroną ir tuo pačiu metu abipusių plaučių uždegimu. Антибиотики, потому что воспаление легких было, давали антибиотики, которые не помогали практически. 2 курса подряд заканчивала, они... Antibiotikai nepadėjo. Я принимала Химахим. Aš До vartojau 6 Hemochimą. пакетиков в день. Iki 6 paketų per dieną.
И только благодаря этому я практически могла выкарабкаться, потому что именно тяжелая, очень тяжелая инфекция, а мы знаем, да, корона на легкие – это тяжелый был случай. Dėka to aš įsikapščiau. Вот. И это продукт для меня номер один был, есть и останется. Šitas produktas man buvo, yra ir liks produktų numeris 1. И сейчас на академии, кстати, выступала одна женщина, у которой девочка уже большая, ей 14-15 лет где-то, да, вот такая взрослая девочка, которая с рождения болеет, и она рассказывала свою историю, как у нее дочери стали исчезать вот эти злокачественные метастазы благодаря хемохиму. Bendravo su viena moterim, kuri turi 14-15 metų dukrytę ir dėka himo, kuriai pradėjo dinginėti metastazės. Да. И, кстати, офис, кто шпендовал, это Ким Юн Сук, наша прекрасная секси-леди, сразу же, тут же, слушая эту мамочку на сцене и видя этого ребенка, она 5000 евро сразу же пожертвовала на хемохим, на покупку, на восстановление этой девочки. Ir šita moteris pristatyta kaip seksilėdė, kur tai buvo prieš tai, ji irgi dalyvavo tam renginį, kur buvo šita mergaitė pristatyta jos istorija ir jinai tiesiog iš karto paaukojo $5000, da? Евро, 5000 eurų, kad būtų galima įsigyti himo ir tęsti gydymą. И я вот прям горжусь тем, что мы можем такой продукт именно показать, предложить, который помогает людям. Aš labai didžiuojuosi, kad būtent mes turime tokį produktą, kurį galima pristatyti, rekomenduoti, kuris tikrai žmonėms padeda. И вот особая гордость, да, вот нашей работы – это поддержка, которую мы можем нашими продуктами оказывать участникам нашим. Ir ypatingas mūsų darbo, mūsų veiklos pasididžiavimas, kad būtent mes savo dalyviams, kažkam galime pagelbėti, paremti šiais продуктais ypač. Не так давно я сама со своей командой организовала благотворительную акцию для одного из участников Atomy. Neseniai aš su savo komanda organizavau благотворительную, labdaringą akciją vienam iš dalyvių. Это молодая женщина, 4 детей, и была 5-м ребенком беременна, когда у нее поставили диагноз рак головного мозга. Šita moteris, kuri turi 4 vaikus ir buvo nėščia su 5-oju ir tuo momentu jai diagnozavo smegenų vėžį. И вот солидарность нашей команды, сплоченность внутри нашей команды были потрясающими. Ir mūsų komandos sutelktumas būtent buvo neįtikėtinas, padedant šitam žmogui. Собирали не только деньги, посылали прям упаковками хемохим, чтобы помочь этой женщине, чтобы она бесперерывно могла принимать хемохим. Rinkome ne tik pinigus, bet ir rinkome himochim produktus pakelius ir jai siuntėm pastovę, kad jinai be perstojo galėtų šitą produktą vartoti. И я очень довольна, что именно наша помощь смогла облегчить ее страдания, и принимая хемохим все еще, я постоянно с ней в контакте, и когда вот именно такой серьезный диагноз, уже врачи, как говорят, хотя бы улучшить состояние жизни и продлить человеку жизнь, это уже много что значит. Procesas vyksta, bet aš labai džiaugiuosi ir esu patenkinta, kad būtent šito būdu rinkdami ir pristatydami jai himochim produktus mes galėjom ir galim jai sumažinti skausmą ir procesas vyksta. Вот именно еще раз, что меня усилило в моем решении заниматься Atomy,
когда я в прошлом году полностью закрыла свою фирму и поставила крест на своем бизнесе финансами. Kas mane paskatino dar būtent užsiimti ir pasinerti visą galvą į atomį, nes tai buvo pernai, kada aš ir galutinai uždariau savo finansinių paslaugų verslą ir galėjau pilnai atsiduoti atomį. Потому что когда ты хочешь заниматься своим любимым делом, ты хочешь отдавать всю себя именно тому, что тебе нравится, тем, чем ты занимаешься. Kada tu nori atsiduoti pilnai savo mylimam, mėgiamam veiklai, tai būtent tu tada gali atsiduoti pilnai ir išsikrauti būtent daryti tai, kas tau patinka. Я рада, я вижу здесь людей, которых я давно знаю. Дианой мы знакомы Džiaugiuosi, уже čia пару matau лет. žmonių, kuriuos aš seniai pažįstu. И некоторые уже тоже 4 года в Атоме, меньше, кто-то больше, кто-то меньше. Kai kas 4 metai atomė sistemoje, kai kas daugiau, kas ilgiau, kai kas trumpiau. Другие, может, присоединились совсем недавно. Kiti galbūt prisijungia visiškai neseniai. Но я верю, что у нас у всех одна и та же цель. Bet aš tikiu, kad visus mus sieja tas pats tikslas. Цель — это жить полноценной и ценимой жизнью благодаря работе с Атоми. Tikslas gyventi, kaip čia sakyti, pilna kraujį, pilną gerą gyvenimą, dirbant ir esant atomė kompanijoje. Это одна из моих команд, северяне. Tai viena iš mano komandų, šiauriečiai. Я их так называю, потому что они живут на севере Германии, прям почти на самой макушке. И я их называю северная команда. Aš juos taip vadinu, nes jie gyvena, visi yra iš šiaurės Vokietijos. Кстати, я уйду немножко тоже от плана своей речи. Я всегда говорю, Атоми — это семья. Aš visada kalbu, sakau, kad atomė tai yra šeima. И это действительно не просто вот ты сближаешься, а вот на примере девушка стоит рядом со мной, это любовь. Ir tai ne tik, kad suartina, šalia mane stovi mergaitė vardu Liubov. Познакомилась я, приехав к ней с продуктами на презентацию. Aš su juo susipažinau, kaip aš pas ją atvažiavau į prezentaciją su produktais. И это была третья презентация за 2 дня, которые мы провели у нее. Tai buvo trečia prezentacija per 2 dienas, kurią mes pristatėme pas ją, pravedėme. Ну и как обычно бывает, мы спрашиваем, откуда ты, где родился, где женился. Ir kaip pastoviai būna įsikalbėjimo, iš kur tu, kur gimėjai ir taip toliau. И услышав от нее, что она родилась в том же поселке, где и я, Ir išgirdė iš jos, kad ji gimė tam pačiam kaime, kur ir aš, в Казахстане, понимаю. да, в Казахстане, я молча, даже не стала ей ничего говорить, пошла к своей сумке, достала свой паспорт и показываю ей. Aš nuėjau, nieko nesakius, išsitraukiau pastą, atsinešiau ir rodau jai. Паспорт, Ausweis, паспорт. Pasport, Паспорт. Ausweis. Išsitraukiau savo pasą. Ausweis. И она, увидев, что стоит тоже название того же поселка, что и у нее, конечно, там радости не было границ. Тут же нашлись знакомые и родственники, которых они знают. Perskaičius, jinai buvo labai patenkinta, nustebus ir taip pradėjom kalbėtis, įsikalbėjom, suradom bendrų pažįstamų, giminių ir panašiai ir taip toliau. С тех пор она моя сестра, конечно. Man kaip sesuo. Но самое смешное, что 2 года позже опять у нее же в гостях Kas įdomiausia, kad po 2 metų vėlgi pas ją svečiuose приехала ее старшая сестра Тамианка навстречу. į susitikimą atvažiavo jos vyresnėlė sesuo.
И мне представляют ее мужа, ir man pristatinėja jos vyrą. и он действительно, на самом деле, вот самый настоящий, мой двоюродный брат. Ir jis yra iš tikrųjų mano antros eilės pusbrolis, Про которого я даже не знала о существовании, но я ему сразу поверила, потому что он всю мою родословную рассказал мне. apie kurio egzistavimą aš net nesisdavau, bet aš jam patikėjau jo, nes jis visą giminės medį man pristatė ir papasakojo. Поэтому я не зря говорю всегда о Томе, это семья. Dėl ko vėlgi pasikartosiu, aš ne šiaip su visą laiką sakau, kad Atomi tai yra šeima. Я рада иметь привилегию быть сегодня здесь и сейчас. Aš labai džiaugiuosi būti šiandien čia ir dabar. Мы невероятно благодарны за то время, которое у нас уже было, Aš labai dėkinga už tą laiką, kurį mes jau turėjome и которое ожидает нас еще впереди. ir kurį mes dar turėsime ateityje. Давайте же вместе достигнем великих целей и сделаем мир намного лучше. Siūlau, siekime kartu didelių tikslų ir padarykime šį pasaulį truputį geresniu. Лучше для себя и лучше для людей, которые окружают нас. Geresniu savo ir geresniu žmonėms, kurie mus supa. Спасибо вам большое и приятного вечера. Ačiū Jums labai, gero vakaro.